Белый, как крыло шифона, падает ручей с обрыва, и увенчан гребень горный синей сланцевою гривой, словно девичьи ресницы тушью горизонт очерчен. Здесь живет и жил издревле мой народ, высок и вечен. Замки, жертвенники, храмы, чурты, боевые башни, склепы белые на скалах, черный знак веков вчерашних. Родники, леса, покосы, сладость пищи благородной, жажда жизни, а в финале и достоинство ухода, и любовь к отчизне, воле и природе поклонение — все оставлено отцами, нам и новым поколениям. С этого первого дня, с первого часа этого митинга, я там простоял до самого конца. Власть ни на какие разговоры с нами, переговоры не идет. Она умеет с нами разговаривать только на языке митинга. Другого пути у нас не оставляет. Нас заставляет это делать. Но если с тобой не хочет он говорить только таким образом. Ну, ты стараешься этим методом хотя бы добиться. Единственное наше требование, как протестующих, как недовольных, это верховенство закона на самом деле. Если брать и начало 20 века, середину 20 века, когда была депортация, сталинская депортация имеется в виду, когда начало 90-х годов, когда было трагические события осень 92 года в пригородном районе городе Владикавказ, на фоне всех этих событий, на фоне той несправедливости, которая творится многолетним, десятилетием, кто не исполняет закон о реабилитации репрессированных народов, местная власть идет на предательство, прямое предательство интересов народа, совершает это все в тайне и ставит перед фактом, тем более принимает такое решение, которое принимать не имело права. Это решение мог принять только народ. Призывая народ следовать закону справедливости, мы хотели это видеть не только от народа, но и со стороны власти, чтобы власть придерживалась тех законов, которые она пропагандирует, которые она обязана, в первую очередь, сама соблюдать. И посчитали необходимым сделать обращение к руководству двух республик, чтобы это соглашение было отменено, чтобы эта передача она была признана незаконным, соответственно, потому что и наше законодательство указывало, что передача этих земель незаконна. И народ был недоволен, потому что без его согласия, без его участия, без его одобрения передавалась 10-я часть республики Ингушетия.
ингуши населяют Кавказ с незапамятных времен. Страна Галгаев расположена в самом сердце Кавказа. В конце XVIII века ингуши заключили военный союз с Россией, после чего на их землях были основаны военные крепости Владикавказ и Назрань. С того времени политика России в отношении ингушей неизменна. Захват и передел территорий, разрушение святынь и жилищ, переселение на малопригодные для жизни земли. Когда я сюда подошел, и когда я увидел тысячи, десятки тысяч людей, это было удивительно. Я был горд, что я среди этих людей, я часть этого всего, и что мы вместе, вот мы стояли все как братья. Все как будто мы давно знакомы между собой. Это чувство просто так словами не передать. Это прям кровь у тебя внутри, это адреналин, это все кипит. Ты смотришь на этих людей, субханаллах, и я вместе с ними, мы все вместе, мы все одинаковые. Это было замечательно, это было красиво. Никто не ожидал, что вдруг маленький ингушский народ встанет на дыбы, и несмотря на многолетнее затаптывание любых независимых голосов, люди просто не уйдут с площади и будут там дневать и ночевать, и появятся кухни, и это общество будет пестрым, многопоколенческим, и люди будут высказываться, и все это будет очень мирно, очень выстраданно и очень искренне. Потому что на Кавказе, в принципе, все знают. И вот память о том, о каких-то границах, о земельных устоях, об отношениях тех или иных родов и обществ, она живет в семьях и в народе не просто десятилетиями, а целыми веками. И поэтому обмануть кого-то и сказать, что вот это не твоя земля, а чужая земля, на самом деле практически невозможно. И вот сейчас правительство России, которое дает ингушские земли на откуп Рамзану Кадырову, оно тем самым показывает, что ничего не стоит нынешней власти посеять еще одно зерно будущих межнациональных конфликтов, войн, крови, гражданских стычек, потому что мы видим, как раз из-за такого необдуманного деления карты. Когда началась революция в 1917 году, ингуши поддержали большевиков, заплатив за это десятками тысяч своих жизней, потому что им и другим малым народам в составе России была обещана культурная и территориальная автономия. В 1920 году была создана Горская автономная республика, которая распалась через 4 года. В течение последующих 10 лет ингуши строят свою государственность, развиваясь во всех сферах. Но власть передает их историческую и культурную столицу Владикавказ Северной Осетии. В 1934-м а ее жители высланы в Сибирь и Среднюю Азию. Когда, пройдя через голод, болезни, смерти, выжившие вернулись из депортации через 13 лет, оказалось, что они не могут вернуться в свои дома. Пригородный район был отдан Северной Осетии. Протест, который был
начался осенью 2018 года. Это не было каким-то внезапно. Но ингуши и до этого протестовали, до этого возмущались. Это земельное соглашение, оно было самым таким сильным раздражителем, самым страшным триггером. Этому предшествовали десятилетия тяжелых испытаний, тяжелых, кровавых событий, которые ежедневно происходили на территории Ингушетии. Ежедневно каждый член общества, каждый ингуш ощущал это на себе. На этом стенде часть фотографий похищенных людей, которые пропали на территории Ингушетии или жители Ингушетии пропали на выезде в других регионах Российской Федерации. Судьба этих людей неизвестна. Среди этих людей есть мой родной брат, который был похищен 18 декабря 2003 году. Он был учителем физики и математики, был похищен в 2 метрах от калитки своего дома, когда разговаривал со своим учеником. Старший помощник прокурора республики по надзору за деятельностью ФСБ Рашид Аздоев. Рашид Аздоев через некоторое время после похищения моего брата поехал в Москву. Он отвез свои спецпредставления, отдал ФСБ России, Генпрокуратуре России и Государственную Думу нашему депутату Кадзоеву, у которого было явно доказано, что к похищениям людей в Ингушетии причастны спецслужбы. Но Рашид Аздоев с Тамерланом Цычуевым в одной машине пропали. Измайлов и Евлоев пропали в другой машине. Это было 4 похищенных в один день. Также на этом стенде есть первый похищенный на территории Ингушетии ингуш, это Сейнароев Султан. На момент похищения ему было 77 лет, это был 2002 год. Он был пасечником, жил в 7 километрах от Галашек. Его забрали военные, и с тех пор больше никто не увидел. Также на этом стенде есть похищенный в аэропорту на ЖД вокзале в Минводах Рустам Аушев. Запись его похищения, то, что он похищен спецслужбами, есть у следователей. Но, к сожалению, его так и не нашли. И это преступление, как и все остальные, не раскрыто. Когда задержали моего сына, по отношению к нему сразу же начали проводить пытки. Применяли электрическое динамо, которое подсоединяли к различным частям тела. Именно вот в такие пытки в основном подвергались 95 почти процентов тех ингушей, которые задерживались в Северной Осетии, они подвергались вот этим пыткам. Меня прямо с рабочего места, с МВД, похищают сотрудники Центра противодействия экстремизма в кабинете у замминистра. Одевают наручники, забирают меня через подвальное помещение, салофановый черный пакет, перемотанный скотчем. И все, и целый день избивают. Ну, они хотели, чтобы я оговорил себя, чтобы я сказал, что я вымогал определенные денежные средства у определенных людей. Пока я не вышел в правоохранительные органы, пока я оттуда не уволился, пока я не стал знакомиться с общественниками, знакомиться с правозащитниками, я не знал, что у нас картина такая печальная. Самое, наверное, странное, что в России время течет по-разному в разных регионах. Разное. То есть где-нибудь в Магасе это, наверное, Россия, там, не знаю, какого-нибудь 2030 года уже. Это наше общее будущее. Там время течет ускоренно. Там вот это засилие силовиков, которое в Москве только-только как-то намечается, там уже на полную катушку ведется, происходит многие годы. И вместо того, чтобы заглянуть в это будущее, что-то из этого почерпнуть, принять, использовать для разрешения этой ситуации, российский народ пока предпочитает не осознавать этого факта.
Пока мы сделали забор, много там стравили кукурузы. Частный скот. Поэтому приходится каждый день следить за этим забором. Мы находимся в Судженском районе республики. Эти земли рискованные. Вот вы видите, сегодня уже здесь почти засуха настала. В течение 2 недель, если не будет дождей, то здесь все сразу высыхает. Большинство алимов занимаются сельским хозяйством. В силу жизненной необходимости мы начали заниматься этим делом, сельским хозяйством. И уже по ходу, как-то через интернет, через знакомых, через повседневный опыт, вся эта работа, которая сегодня в этом году мной проведена здесь, в этом хозяйстве, она проведена благодаря именно моим друзьям алимам, которые помогли мне и семенами, и техникой, и удобрением всем. Несмотря на все сложности, которые у нас в республике сегодня и существуют, и политические, и экономические вопросы, все равно, альхамдулилlah, наш народ не сдается. Вот, особенно в этот год заметно, что очень много земель посеяно. Сейчас идет у нас уборка урожая, комбайны работают. Это все радует. Ни в коем случае мы не должны отступать, сдаваться. Это жизнь, трудности, они для этого существуют, чтобы их преодолевать. Труд, конечно, сельскохозяйственный труд. Я сам всю жизнь работал в сельском хозяйстве, по образованию зоотехник. В животноводстве работал. С 4 часов утра приходилось до 10-11 часов ночи работать, быть на производстве. Пока закончится дойка скота и так далее. Работал в Нестеровке, я работал после окончания института. Потом в Чечено-Ингушской госполем объединении старшим зоотехником, главным работал. В Подмосковье работал председателем колхоза года 2. Это хозяйство у нас существует с 1992 года, кажется, да? И мы от государства не получили ни кредита, ни субсидий, ни гранта, ни одной копейки денег. Сами существовали, как говорится, на плаву. И то нам не давали работать. Вот особенно с 2012 года, пока Евкуров не ушел с поста главы, нас постоянно преследовали. В чем мы, я не знаю. Из-за того, что муфтия там поссорился Евкуров, и там работал сын. Может, из-за этого только. Во двор мне бросили гранату один раз. Потом другая подожгли машину. В 2017 году, в 2016 году бросили гранату в час ночи. Вот такие вот, как говорится, противозаконные действия применяли. Потравы делали специально по заказу. Вот позапрошлом году озимой 30 гектаров посеяно было. Там 2 гурта скота, этих евкуровские двоюродные братья. Специально загоняли туда, вытравили всю пшеницу озимую. Другие алимы тоже страдали. Вот Муса Мейлиев, кто еще? Долгие Иван. Да. Многие пострадали вот за этот муфтия. Власть и закон, они должны быть по исламу, обязательно должны быть присутствовать. Хаос ислам не приемлет.
Но когда действия определенных чиновников идут вразрез законодательства государства, вразрез обычаи и традиций народа своего, и во вред народа, и против религии, в этом случае алимы обязаны были это высказать, свое мнение по отношению к действиям определенных чиновников. Да, алимы пострадали, потому что у этих чиновников были какие-то административные ресурсы, давление, они все это использовали, пытались дискредитировать алимов. Но, алхамдулиллах, все это в прошлом. Более того, ингушский народ это понял, поддержал алимов, понял, почему они именно так говорят, почему они заняли такую позицию. То, что происходит с алимами, и то, что вот эти островки какого-то исламского знания дают некоторую изоляцию и независимость, это, пожалуй, действительно так, и понятны намерения наших чиновников, властей российских всячески унифицировать вообще все население. Они же жители, граждан России называют народонаселением, такая бесформенная масса, и чем она будет двумернее, понятнее и примитивнее, тем ей, конечно, легче управлять. А самое главное, учитывая, что сама власть довольно-таки проста и неприхотливо устроена, и это люди таким с полубандитским прошлым, с довольно-таки хорошо просвечиваемым гэбистским сознанием, для них какая-нибудь эзотерика, философия, какое-нибудь такое суфийское, например, отношение к жизни совершенно недоступно, непонятно, а уж тем более, если осознание каких-то проблем ведется не на русском языке. Наши алимы, наши старейшины, среди них нет лишних, они нам на вес золота. И что бы с народом ни происходило, они всегда были авангардами, они всегда стояли впереди. Когда всякий раз мы ощущаем, что над нами творится беспредел, это призыв, духовный призыв. Это, даже если мы дома остановимся, наши души туда тянутся, чтобы установить справедливость. Все, что происходило с народом, это из-за того, что народ непокорный. То есть непокорный в том случае, что он хочет жить в справедливости. Во все времена алимы, ученые, которые занимались распространением религии, проповедями, у них всегда было искушение близости к мирскому, к власти. Ну, и находились те алимы, которые в действительности отдалялись от этого всего, были ближе к простым людям, к земле, пытались сами зарабатывать свой хлеб, не быть зависимыми ни от общества, ни от власти, ни от денег, ни от экономики. Наоборот, пытались быть полезными, помогать обществу, а не быть зависимым от этого общества. Появилась такая категория, как имам Газали в своем труде «Ихья улумуддин» пишет: ты будь где правда, он говорит, ты будь где правда, а тот, кто достоин правды, вокруг него ты их увидишь. Они туда придут непременно. Как к колодцу приходит воду пить, то есть утолить жажду, так же к правде и придут. Эти последние 2-3 года мы чувствуем действительно поддержку нашего населения. Но эту поддержку завоевывать очень было трудно. Самый главный вопрос, особенно для духовенства, для духовного человека, это независимость. Если он будет зависим от чего-либо, от кого-либо, от него никакой пользы не будет. Если мы все сидели бы дома, а
Кого тогда винить? Молодежь? Если вот все алимы, все ученые пойдут и сядут в трудную минуту, если они пойдут домой, грош им цена. يويدي هون ويميح مضبوط جدا بوصل دين ثانية نيسدولش زكونش ثانية نيسدولش سأتيس وتش اشت سيدولش دوشدر سيدولش قميالدر تاخ سقميالا مش يخوجو وميحك غلغا وياهش وميحك زبال بولش وميحك واهش واسك توصلنا ديخ كده عنداتس توصلنا دي هون از قرده ده تحت يوار زمان يخود الداتس هنا تا пробовой поле бولش бах беж бы митча бахш банах. Ингушский народ вышел сегодня на этот митинг не потому, что этому народу нечего делать, кроме того, как проводить митинги. Народ вышел на митинг потому, что увидел воочию угрозу, нависшую над суверенитетом своей республики, угрозу своей государственности и целостности республики. У этой власти постоянно что-то выпадает и пропадает. То выпала земля десятки тысяч километров, то выпал основополагающий пункт закона, то выпала статья закона, которую необходимо выполнять. И все это, по их утверждениям, случайно. Но как мы все видим, все эти случайности всегда не в пользу интересам республики и интересам ингушского народа. Скажите мне, я обращаюсь к митингу, вы верите словам главы республики? Вы верите председателю правительства Залимхану Гаджиеву? Вы верите словам председателя Народного собрания Асхаба Сукиеву, у которого выпал целый абзац закона? Нет. Так как мы можем оставить все как есть, доверившись этим личностям, которые у народа никакого доверия не вызывают? И именно поэтому мы сегодня находимся тут, на этой площади. И именно поэтому мы сегодня намерены еще раз высказать недоверие местной, насквозь коррумпированной антинародной власти, как исполнительной, так и законодательной. Мы этой власти не верим. Мы этой власти не хотим. Мы эту власть отвергаем. Мы абсолютно не боимся этой власти, тем более эта власть действует противоправно, противозаконно. Аллаху Акбар! Давайте не поддаваться на провокацию. Не поддаваться. Политические требования. Многократно большими буквами написано на всех скрижалях, что мирное собрание не подлежит разгону, даже если оно не согласовано. Применение насилия может быть оправдано только какими-то очень существенными угрозами здоровью людей, там, собственности, общественному порядку. И вот то, что происходило в Ингушетии, это яркий пример вот такого злостного нарушения права на свободу собраний. Мирное, никому не угрожавшее собрание, пусть оно было ночью, да, в несогласованное время, ни в коей мере не является основанием для применения силы к людям. Эта сила была применена, и, конечно же, ответственность за последствия лежит на властях, которые это решение приняли, которые эту силу применили. Тем более, полностью игнорируя национальную специфику, уважение к старшим, применяя насилие к пожилым людям, к старейшинам, что, естественно, породило ответную реакцию. И не могло не породить. И те люди, которые принимали такое решение, не могли этого не знать. Они должны были это знать. Такой пример протестов Кремлю, или точнее Старой площади, администрации президента, был совсем не нужен. И когда
Неуклюжие административные действия весной 2019 года привели к новым протестам. Тут уже Москва решала, что здесь будет максимально жесткий сценарий, потому что Ингушетия не должна стать примером для других регионов. Вне сомнения, вся эта вот история и до митинга, и после, ответственность за весь негатив лежит на власти. Выставлять ингушей врагами закона, врагами России, эта идея несостоятельная и в плане отделения, не отделения от России. В 90 образование отдельной Ингушской республики в составе Российской Федерации. И далее, в 1994 году ингуши проявили небывалый гуманизм, приняв поток беженцев из Чечни. И тем более в 1999-м, когда генерал Шаманов запретил выход беженцев за пределы Чечни, единственный руководитель субъекта федерации, который принял беженцев, это был Руслан Аушев, и население республики, население Ингушетии, по сути дела, удвоилось за несколько недель. И после начала террора нулевых годов, когда под предлогом борьбы с террористическим подпольем власть, по сути дела, развязала свой террор. Выступление осени 2007 года, после того, как похитили братьев двух Магомедов Аушевых, после того, как их удалось освободить, начались митинги. Это были митинги, прежде всего, мирные, прежде всего, за соблюдение закона. Так что протесты осени 2018 года вполне укладываются в этот мирный, в эту традицию мирного противостояния. Только вот есть очень важная вещь. Стариков на Кавказе нельзя трогать. И Росгвардия, введенная из соседних регионов и стоявшая на площади в Магасе в марте 2019 года, когда она пошла на стариков, бывших в первых рядах митингующих, либо это дурь, надеюсь, что это просто дурь, но это не могло не вызвать ответную и очень мощную реакцию той молодежи, которая видела, как стариков бьют. Пропасть между народом и властью с каждым днем увеличивается. Потому что мало того, что было сделано тогда, осенью 2018 года, а затем уже и репрессии развернуты в отношении жителей республики, в изоляторах, в тюрьмах фактически находятся жители республики, те, более обвинение в экстремизме, в создании экстремистского сообщества, участие в нем, это вообще уму непостижимо. Это издевательство над законом и над народом. Следственные органы, они сделали все, чтобы осложнить положение заключенных, примерно наказать. И поэтому их вывезли в другие регионы, все они не находятся на территории Ингушетии с самого начала их ареста. Естественно, все это сказывается на том, что родственники, члены семьи, все не безразличны, не могут, не имеют возможности легко и просто как-то помогать им, делать передачи. Передвижение между республиками на Кавказе, это все связано с пересечением различных блокпостов, проверками постоянными, паспортными, такими и другими. Это все очень физически тяжело делать, особенно женщинам, которые и так остались без кормильцев, с малолетними детьми на руках. В январе 1973 года десятки тысяч людей пришли на площадь в Грозном и стояли 3 дня, требуя вернуть их земли. Ответом же советского правительства были жестокие репрессии. Митинг разогнали, поливая собравшихся ледяной водой, последовали аресты и убийства лидеров и участников митинга. В
В 90-е годы государство впервые признало преступление власти и необходимость восстановления прав репрессированных народов. Но вместо обещанной справедливости ингуши получили кровавую бойню в пригородном районе Владикавказа. Более 70 тысяч ингушей под страхом смерти оставили свой кров в ходе этнической чистки и вынужденно рассеялись по миру. Тут же все села один к одному срослись негде. Самая большая плотность Российской Федерации, нашей республики. Негде уже поселяться народу. Мне, когда нас выселяли, было 1 год 2 месяца. Но по рассказу матери, нам даже не дали взять с дома отсюда чурек, пекся до печки. А я бабушку цеплялся, говорит, за юбку, просил чурек, чтобы им отдали. Только начинал учиться разговаривать. А какой-то капитан взял меня за шиворот и на снег выкинул за порог из-за того, что я плачу. Шум поднял. Бабушку и маму вытолкнули из дома, забили до дверь, ничего взять не дали. Когда нас посадили, говорит, сюда Бекер. А подбежал один солдат, он, говорит, прослезился и дал, говорит, свой котелок. Возьмите его, может, ребята. С таким богатством нас и выслали. За деньги, за какие-то блага нельзя продавать свой народ. За свой народ надо бороться. Ну, молодежь, я желаю, чтобы они были стойкие, крепкие, как их предки. Ни я, ни мое поколение не считает этот договор легитимным, не считает, что эти земли переданы законно. Вообще не считает эти земли переданными. Мы считаем, что эти земли просто оккупированы. Безусловно, справедливость в этом плане, она должна восторжествовать. Когда режим, который решил вот таким вероломным образом попрать наши права, он падет, неминуемо падет, потому что они не смогут противостоять этим историческим процессам, которые происходят на данный момент во всем мире. Они не смогут отделиться и окопаться от всего мира. Мнение ни чеченского народа, ни ингушского народа не было учитано. Были учитаны какие-то империалистические стремления маргинальной группы, которая сейчас имеет ресурсы, власть и покровителей. В Ингушетии десятки лет продолжаются убийства и похищения людей. Расцветает коррупция. Буквально рядом со мной происходили эти убийства со стороны силовиков, молодых ребят, с которыми я практически рос. Я помню, как 2 сыновей моего соседа, очень уважаемого, авторитетного, 2 сыновей просто уничтожили. Вдруг из ниоткуда появляется и военная техника, вооруженные люди, оцепляет переулок. Ты слышишь грохот выстрелов. Потом все рассасывается, когда уже тебе позволяют выйти из дома. Ты видишь практически разрушенный дом, в который ты недавно был вхож. Пятна крови на полу. Все мои сверстники, они через это проходили. Мы помню, как играли с гильзами какими-то.
Это же немыслимо сейчас, когда ты уже понимаешь, что и у вас есть как-то иначе люди живут, понимаешь, насколько это катастрофа на самом деле. Это катастрофа для всего народа. Жить в такой напряженной обстановке. Мы не покоряемся такому бессовестному, безнаказанному террору в отношении нас. У меня, в принципе, те же детские воспоминания, те же игры с гильзами и прочее. Вот нападение на Карблак, которое было, оно буквально около нашего дома происходило. Я в какой-то момент поняла, насколько глубоко это засело у нас, потому что когда у наших соседей была свадьба, и они запускали фейерверки ночью, первое, что сделали мои младшие братья и сестры, это спокойно скатились на пол и залезли под кровать, потому что они думали, что для них это было тоже один из вечеров, которые могут быть, а не вызывало у них удивления. Но в отличие от супруга, наверное, я выбрала тогда отрицание и какое-то отстранение от того, что происходит в республике. И большая часть людей в моем окружении примерно так же жили и просто хотели побыстрее уехать оттуда и особо не задумываться. Наверное, до протестов примерно такого же я была мнения об этом всем, более циничного и холодного. Я особо не верила в то, что что-то может измениться, как и большая часть моих друзей. Но я помню, что чем сильнее нарастала эта тема с протестами, тем больше сообщений было, типа, ты это ожидала, ты вообще представляла, что такое может быть, и никто из нас не представлял. Это было очень классное воодушевление, которого мы не испытывали очень давно. Дело в том, что ингушский народ, он вообще сам по себе практически весь состоит из тех, кто на себе испытывал или испытывает какие-то репрессии и давления уже на протяжении долгого времени. 44-й год, 92-й год, теперь 18-й год. Каждый понимает, что беда может прийти в любой момент к ним домой. Собственно говоря, вот всякие эти контртеррористические операции и так далее, никто не застрахован от того, что завтра не приедут к тебе и не окружат твой дом. На примере последней жертвы Юнуса Виздижева мы это прекрасно видим. Человек занимался благотворительностью, занимался бизнесом, в один миг оказался по другую сторону закона с точки зрения наших органов. Без суда и следствия за последние 20 лет расстреливали людей под всякими предлогами, по каким-то вымышленным подозрениям. Но если он виноват, пожалуйста, арестуйте и судите, проведите следствие. А вот так вот взять, в упор расстрелять и сказать, потом на него ярлык вешать. Он экстремист, он террорист, он кто бы он только... Какие только ярлыки на него не вешают. Людей пугают, с работы увольняют, провоцируют, шантажируют людей постоянно. Если им не угодно главе, скажем, руководству республики, то правда, неправда эти организации упраздняют, штрафуют. Да, проблем, конечно, в нашей республике много. Вот таких, которые мощные, дикими и удивительными может казаться. Скажем, та же проблема, которая у нас была, связана с созданием фальшивых 65 тысяч рабочих мест в 7 государственных унитарных предприятиях, простых бывших совхозах, колхозах. Вот, со штатами буквально там 40-50 человек, не больше. Люди даже не подозревали, что они трудоустроены,
вот эти 65 тысяч структур, это только-только вот стали вопросы возникать, почему им не доплачивалась пенсия, скажем, та же надбавка за нетрудоспособных членов семьи, она платится неработающим пенсионерам. Вот. Из-за того, что они якобы работали, у них начали снимать эти надбавки, появились вопросы, и после вот так вылезло это, начали разбираться, оказалось вот такое огромное количество фальшивых рабочих мест. Власти якобы как бы этим вопросом занялись. Глава республики говорил, что во всем виноват какой-то компьютер, вот, что он сделал ошибку. Хотя вся эта информация, все персональные данные эти, они проходили, не могли не проходить через ряд министерств и ведомств. Это и Министерство занятости, Министерство труда, Пенсионный фонд. Влиятельные и честные, добросовестные люди в Ингушетии пытаются консолидироваться, несмотря на то, что насколько им сильно мешают, постоянно мучают, вызывают в ЦП, постоянно штрафуют, судят. Обыски вообще самое ужасное, наверное, и унизительное, что может быть. Если кто-то думает, что эта организация после ареста председателя, она развалилась или стала слабее, то это неправда. Если нас не будет, арестуют нас, умрем мы. Совет тейпов, он не развалится, его невозможно ликвидировать, потому что это национальная форма управления, созданная не нами, а созданная веками народом этим. Есть риски, огромные риски, если ничего не делать и избегать ответственности гражданской, личностной. Если избегать всего этого, есть огромные риски получить то, что мы имеем в соседней республике. Абсолютно тоталитарное, тираническое устройство, где все свободомыслие, инакомыслие, всю самостоятельность. Любое проявление самостоятельности подавляется и уничтожается на корню. Слава Богу, сейчас молодое поколение, оно еще менее зашоренное, у них меньше ограничений, оно не выросло в такой тоталитарной идеологии Советского Союза. Как бы нам ни пытались ее вновь навязать, воскресить и навязать, это уже невозможно. Сейчас нынешнее поколение уже другого культурного, из другого какого-то культурного полотна уже соткано. Если бы у власти нашей было бы желание, все проблемы Северного Кавказа были бы давно решены. Если бы хотели бы, чтобы мы как народ интегрировались бы, но они растворились бы, мы можем спокойно интегрироваться в российское общество. Карма какая-то такая черная стоит, специально как будто все делается для того, чтобы нарушать права наших граждан, наших людей. Ну, что можно говорить, защитить, там, допустим, свои права, ну, в том числе и по ЖКХ. Кто на это обратит внимание, если мы не обращаем внимания на нарушение прав ингушей, скажем, в том же пригородном районе, и Конституцией,
и закон о реабилитации репрессированных народов говорят о том, что должна восторжествовать справедливость в отношении людей, но как так человек не может вернуться в свой дом, которого преступным путем преступная власть сослала, у которого погибли родственники. И вот этого человека реабилитировали, он приехал и не может вернуться в свой дом. Его не пускает милиция, его не пускает участковый, его не пускает глава администрации, его в конечном счете не пускает федеральная власть. И те законодатели, которые принимали эти законы. Ну, невозможно, не может страна существовать и жить вот в таких двойных стандартах. Я, мой отец, мой дед в пригородном районе Владикавказе оставили по одному дому. Но сегодня из-за национальной принадлежности, из-за того, что я ингуш, я не имею права не то что жить в своем доме, даже приблизиться. Вот скитаюсь по квартирам, где как могу выживаю я и моя семья. Хотя нашей вины тут... Но если есть какая-то моя вина, я готов ответить за это. Но если нет вины, то я такой же гражданин, как и все граждане России. Когда говоришь о современной истории Северного Кавказа и Ингушетии, очень сложно отделить наше время от прошлого, одну эпоху от другой, потому что в истории этого народа все смешалось, и огромное количество национальных травм еще не проработаны. И не потому, что народ с этим не справляется, а потому, что этому всячески ставят палки в колеса и просто не допускают вот этого излечения, самоизлечения, прохождения через эти муки. И вот когда говорят, например, о психологии конкретных людей, прошедших через насилие, через какие-то кошмарные события и опыт, то самым страшным вот в жизни этих людей становится даже не столько само это переживание, сколько отсутствие возможности о нем говорить и получить реакцию от общества, услышать от окружающих, что да, это с тобой было, ты это пережил, и мы сейчас поможем тебе разобраться с произошедшим. И вот такой ситуации в нашем российском социуме, к сожалению, нет. И ингушам, в частности, никто не позволяет с этой травмой разобраться. Мало того, им отказывают в праве об этой травме говорить. Когда я закончил университет, я учился в Казани, я очень сильно хотел приехать в Ингушетию и начать именно в Ингушетии работать. Я начал приходить в отделы кадров, там меня не хотели слушать, меня не хотели принимать, игнорировали. Там пару месяцев я пообивал пороги и понял, что честно и добросовестно тебе не дадут устроиться. Я поехал на север, поработал на севере, потом я пошел в армию, а после армии я уже твердо задался целью, что максимально реализоваться в России можно только в Москве. В ингушских кофейнях только и разговоров, что о переезде. Я помню, мне пришлось вернуться, у меня не было желания носить вклад, как я уже говорила, у меня совсем другое отношение к ситуации на тот момент было. За счет того, что у меня профессия связана с IT, там не было еще такого засилия платы, родственников, и мне получилось устроиться в хорошую компанию. И я видела, как тяжело вести бизнес людям, которые пытаются вести его по-человечески. Это безумное количество там сложностей, бюрократических, налоговых и так далее. Но переезд в Москву для меня был каким-то для меня он не обсуждался, хотя для девушки из Ингушетии переехать в Москву работать это нелегко, это прям целый процесс, который мне тоже дался непросто, и остальным людям он еще тяжелее дается, да. Это встречает большое сопротивление со всех сторон. Вариантов не было. Если я хотела стать специалистом, мне нужно было ехать. И, честно говоря, я не жалею. И моментами
Я, конечно, очень скучаю по родным, это бесспорно, но есть вещи, которыми тебе нужно жертвовать ради них в том числе, потому что иначе никак. И если бы в России был другой город, более какой-то развитый и перспективный, то мы бы поехали туда, наверное. И там очень мало людей, которые думают иначе, по крайней мере, нашего возраста. Просто у кого-то есть эта возможность, у кого-то нет. Меня до сих пор двигает, даже несмотря на то, что я встретил это непонимание в Ингушетии, до сих пор движет идея, что я, реализовавшись как профессионал и вообще, в принципе, как личность, я смогу помочь своему народу. Мне вот сейчас хочется как-то профессионально помогать людям, которые там находятся. Там, я пытаюсь какие-то бесплатные там, обучения, курсы проводить по своей специальности, и Суспук тоже пытается, ну, все, что как бы возможно сделать в тех условиях, в которых мы все оказались. К сожалению, это вот очень тяжело делать снизу. Как сама человек родом из Кавказа, я понимаю, что Кавказ, к сожалению или к счастью, ну кто знает, не воспринимается как целиком российское правовое пространство. И в обыденном бытовом сознании тоже Кавказ — это где-то не Россия, и не важно, что с ними происходит. Но если кого-то там пытают, если кого-то сажают, если журналистов преследуют, это, в общем-то, не совсем про нас, это где-то в провинции, где-то вот далеко от Москвы, от Петербурга, от Екатеринбурга, от главных российских городов. И вот этой эмпатии, какого-то эмоционального сочувствия я, к сожалению, не вижу даже среди активистов, даже среди тех людей, которые обычно очень пристально следят за тем, что происходит. И вообще, наверное, связано это отчасти с тем, что мусульмане, и с тем, что кавказцы, это чуждость какая-то, она здесь дает вот такой негативный эффект и не проявляется у нас солидарности. То есть даже вот в либеральных кругах, даже в самых сознательных, рефлексирующих кругах нет этого ощущения, что мы должны вступиться, потому что это про нас на самом деле, и мы можем быть следующие. ديال قهيت ما دوق دول صحان يا جميل خيالي إزبي بقو حيخش زكون تايا بقو صحمن تهدي هنا لحديزي ميل خيالي وي بقلير بهندولج سبريم الحديوي وي بقلير بهندولج حنز وي تحقصاش عما تشي بيخكا تحق حمن بيخكي بواتش وقمن ديكا بوق ونخي تشبوخكي حنبوش ديكا برش صار مال بيخا صار مال ان دوشتهن دوزجي صحمن دي هنا إهلياتي إز بعدين بقول ميكلاتش بانخ إجر حال صار حال داخش خن حم بقول أنت الله تدوي زكونا بحم حديخ الدوي بقول خارج عمولش ويت حدي هن خارج صادقة بروكات حيوي ويبقولوا حمدي هن دودي بحن خدت صنايعش دوقة إز حمدي هن حل خدواهش ويقام لورديش زكون شو دي هن إز مال دوهم حليل دي نخبو إيش بوخرش. Я знаю одно, что все люди, у которых развито чувство собственного достоинства, у которых обостренное чувство справедливости, они будут продолжать борьбу, независимо от того, есть перспективы, видят ли они их или не видят. Тут же борьба идет внутри каждого человека. У меня есть такой оптимизм и надежда, что это так просто не затоптать и не убить. Особенно это видно в молодых людях, вот эта потребность, такая исконно молодежная потребность в инакомыслии, в протесте, в сопротивлении, в неподчинении. И, конечно, сюда накладывается и наша кавказская ментальность, такая
несгибаемость, что ли, духа, который воспевали еще русские классики. Уж как только нас не сгибали, и сколько у нас, конечно, есть уже давно дважды и трижды согнутых конформистов вот, в бюрократической системе, но тем не менее в целом и в общем народ сохраняет свою идентичность, свое «я», и пока еще не стерся и не. В принципе, очень важно, и в том числе для переработки вот страхов и травм, о которых мы говорим, потому что, с одной стороны, конечно, важно понимать другого, это свойство любого там, интеллигента, а интеллигентом может быть не только там, писатель какой-нибудь, но и крестьянин, это не образованность, это именно способность себя от других тоже очень важно. Не срастаться с толпой и понимать, кто твои предки, где твоя земля, если уж возвращаться к такой буквальной подкладке вот, ингушского протеста, потому что это не просто земля, это целая история, и это мировоззрение. На мой взгляд, этот протест нам дал ощущение единения, ощущение того, что мы имеем какую-то силу, имеем власть над своей собственной жизнью. И я думаю, что это нам дало надежду. Надежду, что все-таки изменения, которых мы ждем и которых мы жаждем, они произойдут. Вверху, где лед вершин звенит, звучат их голоса. Да, и солнце пахотою их руководит всегда, а ночью в борозды свои бросают горсти звезд. Скворец заводит песнь любви, напев красив и прост. Он нам являет лик весны, любовь и веру с ней. Кому те знаки не видны, тот мертвого мертвей.